Сегодня Тасмагамбетова воспринимают прежде всего как руководителя ОДКБ. В эту организацию сейчас входят 5 стран – Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Шестая страна-участница Армения, по сути дела, уже вышла из договора. Когда произошел Карабахский конфликт, ОДКБ себя никак не проявила. Впрочем, как и во многих других случаях. В 2022-2023 годах 5 стран-участниц ОДКБ находились в состоянии военного конфликта. При этом сама организация бездействовала. Единственное, где отметилась ОДКБ, это ввела войска на территорию Казахстана в дни Кантара. Эксперты считают, что сама организация уже давно хронически больна и находится при смерти. Реальной военной силы не представляет. И существует только в интересах одной страны – Путинской Российской Федерации. На посту генсека ОДКБ Тасмагамбетов запомнился пророссийскими высказываниями. Интервью газете «Известия» лишь одно в череде подобных. В марте 23-го Тасмагамбетов обвинил Запад, а не Россию, в эскалации ситуации в Украине. В ноябре 24-го приветствовал испытание гиперзвуковой ракеты «Орешник». В декабре того же года использовал фразу «недружественные государства» по отношению к странам ЕС. Этот список можно продолжать.